Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Ең ыйык дөөлөтүбүз болгон көз карандысыздыгыбызды Ордолуу Ош шаарында белгилеп, касиеттүү Сулайман тоонун астанасында эркиндиктин эң белгиси болгон ыйык туубузду бийик желбиреткен элек. Мына бүгүн ошол байыркы мезгилден азыркы күнгө чейин элибиз үчүн мамлекеттүүлүктүн улуу символу болуп келген туубузду Кочкор жергесинде көкөлөтүп олтурабыз. Бул дагы болсо эгемендигибизди даңазалап даңктоо, барктоо, кийинки муундардын дем күчүн арттыруу болуп саналат. Туубуз ар дайым бийик желбиреп турса, кыргызстандыктардын атуулдук сезими бийиктейт, ата-бабаларыбыздын астындагы милдетибизди күн сайын эскертип турат. Береги бийик желбиреп, жерибизге көрк берген кызыл туубуз менен эми кочкорлук мекендештерибиз да сыймыктанса болот. Улутта кызмат өтөгөн, даңктуу ата-бабалардын жолун улаган, кече жакында эле чет жерде кызыл байрагыбыз менен гимнибизди жаңырткан спортчуларыбыздын учугун улаган демдүү, күчтүү, демилгелүү жаштар арбын чыксын деп тилек кылалык. Биз кылымдарды карыткан бай тарыхыбызга жаңы көз караш менен мамиле жасай баштадык. Көп жылдар бою ар кандай белгилүү себептерден улам башкача өңүттө бурмалалуу айтылып келген тарыхыбыз, тарыхый инсандарыбызды тактап, даңктап, даңазалоого мезгил жетти. Кыргыз элинин басып өткөн бай тарыхында элди бир туунун астына бириктирип, жол баштап, кол топтоп, душман беттеп, элдүүлүктү, эгемендикти коргоп келген нечен деген чыгаан инсандарыбыз өткөн. Алардын бири кыргыз казак санжырачылары аттап өтүп кете албаган. Кыргыз тарыхында салмактуу орду бар Ормонхан Ниязбек уулунун 200 жылдыгына карата эстелигин ачып олтурабыз. Андан соң президент Садыр Жапаров реконструкцияланган Ормонхан паркын көрүп чыкты. 13 гектар аянтты ээлеген сейилбак 1995 жылы эле ачылган. Пландаштырылган иш-чаралардын алкагында аны жаңылоого республикалык бюджеттен 36 миллион сомдон ашык акча каралган. Бүгүнкү күндө паркта эс алуучулардын ыңгайлуулугу үчүн жаңы тротуардык плиткалар төшөлүп, жарыктандырылган сейилдөө аймагы курулуп, ирригациялык система калыбына келтирилген. Президент Садыр Жапаров Ормонхандын 230 жылдыгына карата майрамдык иш-чаралардын алкагында өлкөнүн баардык облустарынын өкүлдөрү тарабынан жасалгасы менен орнотулган боз үйлөр шаарчасына барып, коноктор менен баарлашып, боз үйдөгү аксакалдар менен чогуу аламан байге ат чабышты түз эфирде көрүп отурду. Кылымдарды карыткан, эркиндикти ыйык туткан байыркы көчмөн элибиздин улуу тарыхында кырылбаган кыргыздын тагдыры кыл учунда болгондугу айкын. Кылчайын ашкан кыйын заманда кыргын, согуш, жоо чабыштарга толгон доордун сынактарына туруштук берген кыргыз эл. Кыргыз урууларынын биригүүгө умтулушуна, коңшу мамлекеттердин кыргыз жерине, байлыгына көз артып, бул чөлкөмдү өзүнө каратып алуу аракетинин күчөшү түрткү болгон. Ушундай татаал кырдаалда Ормон Ниязбек уулу бытырандык кыргыз урууларын бир хандыкка бириктирүү демилгесин көтөрүп, бул маселе боюнча уруу башчылары менен кеңеш курган. Ормон Ниязбек уулунун чачкын болуп жүрө берсек, эл жерибизди жоготуп алабыз. Ата-бабаларыбыздын жолун улап, өзүбүзгө хан шайлап алалы, ханды эл шайласын деп курултай чакырганынын өзү эле анын келечекти көрө билген көсөм саясатчы болгонун айгинелеп турат. Бул курултайда адегенде ошол мезгилде түзүлгөн саясий кырдаал талоого алынып, түзүлө турган кыргыз хандыгынын тышкы жана ички саясаты аныкталып, хандык туруму такталган. Ушундан кийин уруу башчылары хандык бийликке Ормон Ниязбек уулу татыктуу деп эсептешип, аны ак кийизге салып хан көтөрүшкөн. Ошентип кыргыз эли көп кылымдар илгери жоголгон өз алдынча Нукура кыргыз хандыгын кайра жараткан. Ошондуктан
Ормонхан атабыздын кыргыз элинин эгемендиги үчүн жасаган эрдиги менен өтөгөн эмгеги татыктуу бааланышы керек. Эгемендик алгандан бери Кыргызстанда административдик аймактык реформаны ишке ашырууга аракеттер жүргүзүлүп, укуктук ченемдик актылар кабыл алынып, республикалык деңгээлде бир катар жумушчу топтор иштеп келгенин билесиздер. Ошентсе да белгилүү себептер менен бул административдик аймактык реформа өз максатына жетпей келген эле. Ал эми биздин ыкчам аракетибиздин негизинде өлкөбүздө этап менен аймактык административдик реформалар жүргүзүлүүдө. Өзүңүздөр билгендей, алгач Түп районунда административдик аймактык реформа жасадык. Андан соң Нарын дубанында жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында ирилештирүүдөн кийин 63 айыл өкмөтү ирилешип, 27 айыл өкмөт болуп түзүлдү. 27 автоунаанын ачкычтарын президенттин Нарын облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Эргешев Алтынбек Калдаровичке тапшыруу аземи башталат. Аттын ээси Керимбеков Нурбек жана чабандеси Дөөлөт Топаланбаев, аттын каймана аты Кара кыз, байгеси Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батир. По приглашению президента Садыра Джапарова 12 октября состоится официальный визит президента России Владимира Путина в страну. Об этом сообщил зав. Отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев. В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в Канте, отметил Муратбек Азымбакиев. Под председательством Садыра Джапарова в Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. Об этом сообщил Муратбек Азымбакиев. В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств-участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что в саммите СНГ примут участие главы государств Содружества. Отметим, что в текущем году Кыргызстан председательствует в органах СНГ, подчеркнул Муратбек Азымбакиев. Во время нашей поездки в Турцию мы посетили известную как крупный исторический и культурный центр провинцию Трабзон. Трабзон, ранее известный как Трапезун, город на берегу Черного моря на северо-востоке Турции, столица одноименной провинции. Некогда располагавшийся на Великом Шелковом пути, облик этого города и поныне славится очаровательным смешением множества религий, языков и культур. На протяжении всех исторических периодов Трабзон имел огромное значение для внешней торговли. Там мы встретились с заместителем генерального секретаря муниципалитета города с господином Мустафой Акаем. Мустафа Акай рассказал, как стали городами-побратимами Трабзон с Бишкеком. Sizin nezdinizde bütün Bişkekli kardeşlerimize, Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Я приветствую через вашу программу всех кыргызстанцев. У меня был шанс побывать в Бишкеке. Как сказал покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев, Азербайджан и Турция одна нация, два государства. А я говорю, что мы одна нация, 7 государств, включая республики Центральной Азии. Несколько лет назад я посетил Бишкек во время конференции Всемирной ассоциации инженеров и архитекторов Турции и стал свидетелем того, что кыргызский народ очень гостеприимный. Воспользовавшись моментом, хотел бы выразить свою благодарность народу Кыргызстана из-за теплого отношения к нам. Также во время этой поездки принимал участие в подписании протокола о городе между нашими мэрами. Но мы бы не хотели бы, чтобы это осталось на бумаге. Мы намерены и дальше развивать наши отношения, несмотря на то, что мы живем в разных странах, наши корни, религии, традиции и обычаи едины. Мы просто находимся в разных географических регионах, но наше сердце бьется вместе. Для нас и Бишкек, и Баку, и Астана – Трабзон.
Dolayısıyla bu bilinçle biz hep hareket ediyoruz. Çocuklarımıza da etrafımıza da bunu aşılamaya gayret ediyoruz. Buradan Bişkek'teki gönüldaşlarımıza öyle inanıyoruz. Onun için öyle ifade etmeye çalışıyorum. Gönüldaşlarımıza yürek dolusu selamlarımızı iletmenizi, buraya geldiğiniz için size de teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Her zaman onların emrinde olduğumuzu, sadece ihtiyaç duyduklarında değil, her zaman yanlarında olduğumuzu da sizlerin aracılığıyla kendilerine ifade etmek istiyorum.
кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. В музее представляется более 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре. Бурса.
Первая столица Османской империи, 4-й по величине город Турции после Стамбула, Анкары и Измира. Бурса расположена у подножия горы Улудак и находится всего в 156 километрах к югу от Стамбула и в 28 километрах от побережья Мраморного моря. В древности гору Улудак называли Мизийским Олимпом. Согласно легенде, именно с вершины этой горы боги наблюдали за ходом Троянской войны. Бурса, как и большинство населенных пунктов Турции, имеет богатую историю и пережила множество исторических эпох, каждая из которых оставила здесь свой отпечаток. Город Бурса – это яркий пример декорирования мечетей ранней османской архитектуры, фасад которой облагорожен белым мрамором, залы же облицованы изразцами зеленого и голубого цветов. Зеленый мавзолей – восьмигранное сооружение, покрытое конусообразным куполом. Мавзолей был построен для султана Мехмеда II Челеби за 40 дней до его смерти. Также в этот комплекс входит и зеленый медресе, здание которого ныне используется как музей турецкого и исламского искусства Бурсы. Бурса – один из древнейших городов мира, занимает особое место в истории Турции. Это первая столица османов, перипетии создания государства которых хорошо известны любителям турецких сериалов. И отсюда же началось возрождение османского государства, которое оказалось навсегда уничтожено завоевателями в начале 15 века. Жители Бурсы по праву гордятся своим городом и являются гостеприимными хозяевами. В городе много достопримечательностей. Например, знаменитая Зеленая мечеть – это памятник архитектуры. Султан Мухаммад пригласил лучших на тот момент зодчих, резчиков по камню и каллиграфов, итог работы которых и сейчас вызывает восхищение. Şu anda Bursa'mızın manevi şahsiyetlerinden Emir Sultan Hazretlerinin türbesindeyiz. Действительно, османиты не просто занимались завоеваниями, а они после себя оставляли великий след для всего человечества, в частности для мусульман. Больницы, медресе, мечети, джами. Эти были люди, которые действительно подняли ислам на совершенно невидимые для человеческой цивилизации пьедестал. Это наша гордость. Они, захватив Бурсу, они ее не разрушили. Они
значит, сделали ее больше, краше. Они создали на основе этого города, этих мест новую цивилизацию, османскую цивилизацию. Bağlayınca, onların sözlerini tutunca Allah da onları muzaffer kılıyor. Osman Bey'e Şehede Vali, efendim Orhan Gazi Han'a bu mübarekler diğerlerine de işte Sultan Fatih'e, Akşemseddin'in olduğu gibi bizler hem zahiri sultanlarımızı hem de batini sultanlarımızı asla unutmamalıyız. Другими значимыми достопримечательностями города являются шелковый рынок Козахан, который был возведен в 1490 году рядом с мечетью Улу, где и сегодня, как и 500 лет назад, торгуют шелком и разнообразными шелковыми изделиями. И комплекс Мурадие или комплекс султана Мурада II, построенный в 1426 году, в который входят мечеть, медресе, хамам и 12 мавзолеев, принадлежащих османской семье. Все эти памятники раннеосманской архитектуры Бурсы вместе с сохранившейся османской деревней Джумалы-Кызык внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. А сам город, несмотря на то, что давно является индустриальным центром с населением более 1 миллиона человек, сохранил удивительную атмосферу одухотворенности и покоя. Поэтому не случайно, что не только иностранные туристы, но и жители самой Турции с большим желанием приезжают сюда снова и снова. Мне кажется, нужно просто создать некий такой институт экспертов, консультантов и привлекать их по важнейшим, для рассмотрения важнейших направлений развития нашей страны. В чем измеряется экономическая эффективность? Я вот директор завода бывший. Для меня была экономическая эффективность в том, чтобы на каждый вложенный сом мы получили больше сомов за счет продажи нашей продукции. Я думаю, что для страны важно, чтобы экономическая эффективность обозначивалась тем, чтобы каждый гражданин страны мог побольше получать доходов. Это и есть экономическая эффективность. Что такое экономическая эффективность? Что такое экономическая эффективность? Я просто вам скажу, это просто, есть такое понятие, коэффициент экономической эффективности. Это когда, значит, валовой продукт намного выше, чем затраченные на его производство средства. Сегодня можно назвать в Кыргызстане экономической стабильностью? Ну, я далек от этого понимания. И мне кажется, что сейчас нужно улучшить инвестиционный климат. И главное еще, наверное, скорее всего, главное, это нужно, чтобы инвесторы доверяли нашему правительству. Стабильность, согласие и единство. Эта основная задача должна иметь у каждого гражданина страны. Это правильно? Я думаю, это абсолютно правильная позиция, да, абсолютно правильный тезис. На мой взгляд, когда мы оцениваем свои риски, а любой руководитель должен оценивать риски. И самый главный в настоящее время для нашей страны является политический риск. Если не будет стабильности, если не будет единства народа, если не будет дружбы между нациями, то трудно добиться будет успехов
в экономике и в других отраслях нашей республики. Это сложный вопрос, и я думаю, что этот главный риск – потерять дружбу, потерять единство народа, потерять веру народа в свое правительство. Это барометр коррупции, индекс прозрачности, реализации реформ. Как вы оцениваете это? Коррупция – это очень серьезный показатель для развития экономики и вообще для морально-нравственного климата в обществе любого государства. Поэтому уровень коррупции, он и как бы сигнализирует о том, что насколько у нас все плохо или хорошо. Чем ниже коррупция, тем выше экономические показатели, тем больше доверия граждан к своему правительству. Ваш девиз в экономике. Вы же опытный человек. В экономике девизы разные бывают. Это все зависит от того, на каком этапе мы развития находимся, куда движемся, какие задачи нужно решать. Но мой девиз такой, что экономика должна быть экономной. Сегодня у нас что не хватает? Что мешает объединиться и развиваться? На мой взгляд, очень много есть вопросов, но я бы хотел бы отметить 2-3 момента. Для того, чтобы объединиться, конечно, нужно прежде всего соблюдать Конституцию. В Конституции очень хорошо написаны наши права и обязанности граждан. Вот эти права и обязанности граждан нашим правительством плохо соблюдаются. Почему? Потому что у нас все-таки еще присутствует право начальника, право руководителя, право бюрократа. А вот если мы ликвидируем вот эти недостатки, то есть отменим подзаконные права, а скажем, что перед законом все равны, это поможет народу объединиться. И народ поверит в свое правительство. Об этой главе Конституции, о правах и свободах граждан у нас очень мало говорится. И я думаю, что если бы мы опирались на Конституцию, тогда многие вопросы решались бы правильно. А, к сожалению, многие вопросы решаются неправильно. Почему? Потому что в Конституции написано, что мы все имеем одинаковые права, независимо от национальности, от языка, от расы, от внешнего вида и других вещей. Мне кажется, важно, чтобы все руководители придерживались Конституции и тех законов, которые наш парламент принимает. А вот подзаконные акты, они мешают развитию. Второе, они нарушают отношения между гражданами в быту. А в быту очень много происходит мелких таких конфликтов, которые, в общем-то, нам не нужны. Они могут перерасти в другой, более горячий конфликт. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы права и свободы граждан у нас соблюдались. Второе, нужно соблюдать законы. Не нужно нам в крайности уходить. Поэтому, мне кажется, самое правильное – это выбрать компромисс. Компромисс, который приведет нас к процветанию, к дружбе между народами, пониманию, что каждый из нас гражданин Кыргызстана. Что вы советовали нашим предпринимателям, гражданам, молодым? Я бы советовал нашим предпринимателям и всем гражданам тоже придерживаться наших законов. И если кто-то нарушает эти законы, то чтобы они их поправляли. Надо, чтобы граждане активно боролись за свои права. Как ни странно, никто не преподнесет нам равноправие, на использование наших возможностей, в наших же интересах, кроме нас самих. И если какие-то там бюрократы, чиновники, казнокрады нарушают закон, надо прямо об этом заявлять. Хотел бы, чтобы в нашей стране все-таки главный вопрос решился. Главный вопрос, это, на мой взгляд, обеспечение доверия к правительству. И второе, развитие экономики. И в этом плане
народ, то есть мы и правительство должны объединиться, потому что у нас одна цель: будет богатый народ, будет богатая страна. Я бы хотел, чтобы в нашей стране все-таки процветала дружба и уважение друг к другу, чтобы мы чувствовали себя действительно свободными, равноправными людьми в нашем государстве. Азербайджанский танец яллы, или иначе его называют кочари, тензере, коллективные традиционные танцы Нахчеванской автономной республики Азербайджана включены в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране ЮНЕСКО. Включение яллы в список ЮНЕСКО состоялось на проходящей с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи Республики Маврикии очередной 13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКо. Представление групповых танцев яллы, как нахчеванских, было нацелено на пропаганду и освещение на мировом уровне традиций, культуры и народного творчества населения этого древнего исторического региона Нахчевана. В репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО уже входят азербайджанский мугам, искусство ашугов, традиционное искусство азербайджанского ковроткачества, игра на таре, традиционное искусство изготовления и ношения женского головного платка кялагаи и его символика, изготовление медной утвари в Лагиче, Навруз, совместная заявка с Афганистаном, Индией, Ираном, Ираком, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией, традиции приготовления и подачи лаваша, традиции изготовления кяманчи и исполнительского искусства на нем совместно с Ираном.